срок Януковичу, Трамп поставил Путину новое условие и начал отчет, а под Санкт-Петербургом взрывы. 17 самолетов не смогли приземлиться. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В России распродают вещи покойного Жириновского. Кто готов отдать миллионы за наследие бывшего лидера ЛДПР? Новый фронт для российских войск. В Кремле заявили о готовности отправить солдат на новую войну. И речь не об Украине. Россия под ударом. ВСУ уничтожает важный завод и направляет БПЛА на Санкт-Петербург. В Берлине сделали заявление о капитуляции и Украине, а Беларусь намекает на украинскую атаку на границе. Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Экстренная посадка и новый курс. 17 самолетов не смогли приземлиться в аэропорт Пулково. Это Санкт-Петербург. Небо в области пришлось закрыть. Ограничения на взлет и посадку ввели из-за активации плана «Ковер». Дроны долетели до воздушного пространства Ленобласти. Громкие взрывы, как утверждают в РФ, работа системы ПВО. В ведомстве Белоусова отчитались. Сбили по 2 дрона в Ленинградской и Новгородской областях. Лишь за утро. А ночью было так. Сколько сегодня будет? Так тяжело дышали жители Брянской области. Регион атаковало рекордное количество дронов. Российское ПВО сбивало их просто над головами местных жителей. Обломки упали в том числе и на частный сектор. Сегодняшней ночью наша Брянская область подверглась мощнейшей атаке ВСУ. Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 102 беспилотных летательных аппарата. Оперативные и экстренные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется. Но цель была иная, и о ней в РФ не говорят. Куда были направлены дроны, уточняют в Украине. Огнем решили палить завод «Кремний-Л», который в этом году уже приостанавливал свою работу из-за подобных прилетов. Предприятие считается одним из крупнейших производителей чипов для оборонки, выпускает интегральные микросхемы, дискретные полупроводники, кремниевые структуры, силовые модули, занимается обработкой металлов и термопласта. Штат достигает практически 2000 человек, говорится на сайте производства. На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, ЗРК «Панцирь», ракет «Искандер», а также для РЛС, РЭБ и российских БПЛА. В России продают вещи покойного Жириновского дорого и быстро. В Санкт-Петербурге на аукционе был отдан в новые руки загранпаспорт советского образца лидера ЛДПР. Красная книжечка с коленкоровой обложкой, с тиснением, с автографами и визами Жириновского, а также бытовой потертостью, была продана за 1 миллион 100 тысяч рублей, хотя стартовая цена была всего 100 тысяч. Но новый владелец с учетом комиссии должен выложить в целом 1 миллион 247 тысяч, говорится на сайте Северного аукционного дома, который и проводил торги. Лот был невероятно популярен. Организаторы заявили, что в целях предотвращения накруток и спонтанных ставок на этот паспорт Жириновского новым клиентам необходимо предварительно внести залоговую сумму. Напомню, что в апреле Жириновский родился, в апреле и умер, так и не узнав деталей о войне России против Украины, дату начала которой он с погрешностью в 2 дня озвучил заранее в эфире у Соловьева. Всероссийский центр исследования общественного мнения уточняют, что у россиян спустя 3 года выросло доверие к покойному Жириновскому на целых 6 пунктов и теперь держится на уровне 66% по сравнению с данными 2022 года. Участие северокорейцев в войне против Украины – это священная миссия по укреплению дружбы с РФ. Такое заявление сделал Ким Чен Ин, который впервые официально признал участие своих солдат в боях под Курском. КНДР называет своих военных представителями чести Родины и обещает поставить памятник тем, кто участвовал и пал в боях за Россию. Тем самым Ин признал потери. Чтить память северокорейцев собирается и Путин. Он практически одновременно с северокорейским диктатором опубликовал свое заявление.
Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию. В Госдепе осудили КНДР и Россию за такой тандем, а в Южной Корее заявление сторон назвали признанием преступного деяния, которое является нарушением устава ООН. Правду нельзя скрыть. Жертвовать молодежью Северной Кореи ради выживания режима – это бесчеловечный и аморальный поступок. Правительство призывает к немедленному выводу северокорейских войск и заявляет, что если нынешний военный сговор между Северной Кореей и Россией продолжится, мы не будем стоять в стороне, а будем действовать решительно в координации с международным сообществом. В РФ уже заявили, что Москва готова оказывать зеркальную военную помощь и КНДР, то есть при надобности отправить россиян воевать в интересах Пхеньяна. Трамп обратился к Путину и дал понять, готов позитивно отреагировать на запрос Зеленского о передаче оружия. Дает Кремлю всего пару недель, а сейчас он разочарован ракетными ударами, которые совершила РФ. Что вы хотите, чтобы сделал Путин? Я хочу, чтобы он прекратил стрельбу, сел за стол переговоров и подписал соглашение. Я верю, что у нас есть контуры сделки. Я хочу, чтобы он ее подписал, и на этом все закончилось, чтобы все вернулись к нормальной жизни. Какие меры наказания вы планируете принять в отношении России? У меня есть много возможностей, но я не хочу этого делать. Однако у нас есть большая сила. Мы укрепили США. Я думаю, нас уважают как страну больше, чем когда-либо. Теперь никаких игр. У нас есть человек, который знает, что делает, в отличие от предыдущего президента, который не имел ни малейшего понятия. Я просто хочу завершить это. У Путина уже отреагировали на заявление Трампа и дали очень размытый ответ, без заявления о том, что удары будут прекращены. Продолжается специальная военная операция. Продолжаются усилия Соединенных Штатов, усилия по выводу процесса в мирное русло. А после Пескова о мирном русле уже заговорил и Путин. Он внезапно и вновь объявил о перемирии на 3 дня – 8, 9 и 10 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Чтобы достичь мира, Украине придется пойти на уступки и отказ от территории, но соглашаться на масштабную сдачу земель значит капитулировать. Так считает министр обороны Германии Писториус. Он заявил, что требования США и заявления Трампа являются чрезмерными. Конечно, Украина давно знает, что устойчивое, заслуживающее доверия соглашение о прекращении огня или мирный договор может или приведет к уступке части территорий. Но это ни в коем случае не должно заходить так далеко, как в последнем предложении американского президента. Ведь Украина могла получить это сама еще год назад. Это было бы равносильно капитуляции. Поэтому я не вижу в этом никакой дополнительной ценности. Напомню, РФ по-прежнему настаивает на том, что Украина должна вывести силы ВСУ из 4 областей, которые частично захвачены Россией. Это необходимо Москве для установления над этими территориями полного контроля. В Киеве неоднократно повторяли, что не согласятся на признание оккупации. Новый срок для Януковича. В Украине вынесли уже 2-й приговор беглому 4-му президенту страны. На этот раз 15 лет тюрьмы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины. Вместе с Януковичем суд вынес решение и начальнику службы безопасности президента. В материалах дела подробно рассказывается о том, как Янукович убегал из Украины в дни революции. Прокуроры уверяют, что 23 февраля 2014 года 4-й президент страны в сговоре с начальником охраны воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из своей свиты. В Киеве заявляют, что перелет осуществлялся вне пункта пропуска. Они вылетели на 3 российских военных вертолетах под управлением летчика-пилота Вооруженных сил РФ из окрестностей села Урзув Мангушского района Донецкой области в направлении РФ на военный аэродром в городе Ейск. Побыв там некоторое время, они полетели в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолете, предоставленном представителями ВС РФ, направились на военный аэродром Гвардейская на территории АР Крым.
Уже в Крыму Янукович, судя по данным следствия, и подстрекал военнослужащих управления госохраны к дезертирству и выезду в Россию. Часть согласилась и больше на службу не вернулась. Янукович, по последним данным, до сих пор проживает в России. Беларусь горит. На белорусско-украинской границе масштабные пожары. Огнем уничтожаются леса и болота, заявляют в Минсельхозреспублике. При этом намекают, что наступление огня не случайно. И во всем могут быть виноваты люди с той стороны границы, то есть украинцы. Проблема сейчас это пожары, конечно, мы тоже будем докладывать, потому что впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период. И вот трансграничные пожары, последний, который вечером в субботу перешел с украинской территории, у нас есть даже такие подозрения, что это специальный поджог какой-то, поэтому... Не случайно? Да, я думаю, не случайно. Все факты, которые 1,5 километра фронт огня, это так просто не бывает в лесной экосистеме, поэтому готовность у нас номер 1, усиленные пожарные расчеты вдоль госграницы. Это уже не первый, как говорят в Минске, трансграничный пожар за последнюю неделю, причем горело не только в Беларуси, но и в Украине и России, на границе 3 стран. Перед этим синоптики предупреждали о высоком уровне пожароопасности из-за сухой и жаркой погоды, а также ветров. Карта пожаров от НАСА на сегодня выглядит так. Красные точки огненные, по сути, места горения. И они есть вдоль границ Украины, Беларуси и России. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.